А мой любимый сын, среди тихого шепота ветра и танцующих листьев прислушайся к моему призыву отправиться в путешествие, полное веры и завоеваний. С самого начала твоего существования моя рука переплеталась с твоей, непоколебимо ведя тебя через самые темные долины и темные царства. Даже когда мир сотрясается от потрясений и жизненные бури затмевают ваше видение, помните это, я непоколебимый маяк надежды на продление вашей жизни. В этом году перед вами раскрывается божественное обещание, наполненное благословениями, процветанием и сладкими плодами признания и почестей. Но этот путь требует большего, чем простые шаги, жаждет непоколебимой преданности твоего сердца моему вечному слову, слову того, кто нес крест для твоего окончательного триумфа. Не позволяйте себе попасться в ловушку чувства неполноценности или тени неуверенности, ибо моя любовь превосходит всякое осуждение. Вы избраны, маяк надежды и сосуд благословения для членов вашей семьи. Сбросьте цепи пораженчества, я твой союзник во всех усилиях. Находите во мне утешение каждый день, очищая свой разум от отчаяния и обретая смелость в своей вере. Пусть мои учения питают вашу душу, становясь мечом и щитом в битвах жизни. Украсьте себя добродетелями смирения и терпения, наблюдая, как сад вашего существования расцветает благословениями, которые когда-то считались недосягаемыми. Примите свои победы со смирением и мудростью, помня, что они выкованы через жертвы, через мучительные удары, бичевания и кровопролитие на кресте. Там, на этой священной земле, была записана твоя судьба и гарантировано твое прощение. Примите теперь величие, рожденное силой моего воскресения. Я обещаю быть рядом с вами как в изобилии, так и в невзгодах, как ваш бдительный опекун, непоколебимый поставщик и безопасная гавань. Не питай мыслей об изоляции или покинутости, потому что в моем присутствии ты никогда не остаешься один. Во времена поражений не поддавайтесь отчаянию и не позволяйте негативу затмить ваше благословение. Мои слова не пусты, это обещания, которые они сдержали. Во мне поражение не имеет власти. Пусть твое сердце станет убежищем для моих заверений, ибо в нем я крепко держу тебя. Оставь внутри себя священное место для меня, я живу здесь. Отбросьте шепот сомнений и нехватки, ибо я воплощаю способности, изобилие и само существование. Смело встречайте своих противников, потому что я ваш постоянный спутник. Мои запасы в изобилии – это источник вашего изобилия. Слушайтесь моего руководства, подчиняйтесь и уверенно идите к своим стремлениям. Не смотрите вниз, я держу тебя за руку, защищая от вреда. Я твой верный, непоколебимый и настоящий друг, принимающий тебя целиком таким, какой ты есть. Я разделяю ваши радости и печали, праздную ваши победы, поддерживаю вас в поражениях и протягиваю руку в трудную минуту. Я Иисус, я твой Господин. Знай, что я всегда присутствую, не бойся, я твой союзник. Не расстраивайтесь и не доставляйте удовольствия своим недоброжелателям своим падением. Следуй своим путем ради себя, ради своих близких, но прежде всего в память о моей безграничной любви. Поразмысли о моем пути, от мучительного пути до жестокого креста, предпринятого ради любви, ради прощения, ради твоего освобождения, исцеления и спасения. Помните, в самые трудные минуты я с вами. Вместе, рука об руку, мы будем сопротивляться.
проявите настойчивость, и я заверяю вас в моем непоколебимом присутствии, которое вселит в вас силу, воодушевление, мир, уверенность, утешение, мудрость, мужество и радость. Откройте глаза на будущее, на свои мечты и желания. Это не просто фантазии, а семена, которые я посеял внутри вас. Изгоните сомнения и неверие из своего сердца. Даже среди дефицита, неопределенности и несправедливости знайте, что этот путь уже пройден. В этом мире тебя ждут испытания, но верь в мою победу, ибо я победил мир. Пусть пламя радости и победы зажжет ваше смелое и решительное сердце. Вы — сокровище неизмеримой ценности. Твое сердце излучает красоту, твоя душа излучает чистоту, а твоя искренность отражает мой собственный образ. Осознайте глубокую внутреннюю истину. Ты мое отражение, искра моего творения. Я вдохновляю тебя на жизнь. Ты принадлежишь мне. Ваш интеллект, усердие и бесстрашный дух свидетельствуют о вашем божественном наследии, о вашем происхождении. Материальное богатство или его отсутствие, несовершенство твоего тела или ошибочное восприятие других не умаляют твоей ценности в моих глазах. Ты мой любимый сын, и я смело заявляю об этом, чтобы Вселенная услышала. Окутанный моей безграничной любовью, ты наследник моих благословений. Вот почему враг смотрит на тебя со страхом, зная о моей твердой защите и обеспечении тебя. В моем присутствии у тебя нет недостатка ни в чем. Не следуйте путем тех, кто отдалился от меня, кто слушает своих противников и считает себя недостойными сиротами. Они решили покинуть меня, блуждающего потерянно и без мира, утешения и Бога. Однако я твердо на вашей стороне, призываю вас принять мои слова. Мое слово истина, яркое, могущественное и вечное, которое вселяет в вас веру. Он всегда был тверд. Я жду вашего смелого шага вперед, чтобы заявить о своей смелости. Ваши противники — всего лишь тени, не бойтесь их. Их угрозы, вина, сожаление и прошлые травмы слабы и неэффективны против вас. Выбери верить в меня, это происходит бесплатно. Вам никогда не суждено было потерпеть неудачу. Моей целью всегда было поднять вас на большие высоты, быть маяком веры, возлагать руки на больных и отчаявшихся, проявляя через вас свою силу. Стойте твердо в бурю, применяя силу моего слова, чтобы свергнуть гигантов. Таким я представляю тебя, храброго и непобедимого воина, олицетворяющего святость и мудрость, смирение сердца, героя веры, победителя и торжествующего. Примите и провозгласите эту внутреннюю ценность внутри себя. Ты мой любимый сын, мой любимый. Моя любовь к тебе вечна, бесконечна. Поверьте мне, выразите свою веру и любовь ко мне, и я очень хочу это услышать. Пусть ваш голос несет эти истины, ваша важность для меня неизмерима, и я желаю, чтобы вы чувствовали себя глубоко любимыми. Однако я вижу моменты, когда вы просыпаетесь от такой сильной боли, что даже ее причина ускользает от вас. Это эмоция, которая появляется внезапно, как будто ваше сердце пытается передать что-то жизненно важное. Поймите это, потому что это важно. Это чувство, это ваше сердце, резонирующее с моим Святым Духом. В утренней тишине мой Дух шепчет твое имя, приглашая тебя вернуться, когда ты начнешь уходить. Но часто вы настолько поглощены требованиями дня, что упускаете моменты, когда можно посидеть и вспомнить о моем присутствии.
И мой дух нежно предупреждает тебя, предостерегая от подкрадывающейся пустоты. Печаль, которую вы испытываете, это горячая просьба вашей души, вашего духа, вашего сердца, взывающих от жажды, тоски по живой воде, которая исцеляет, восполняет и сметает смятение, возвращая вашим эмоциям мир и спокойствие. И если вы чувствуете себя опустошенным, пересохшим внутри, это признак того, что вы слишком долго находились вдали от меня. Это не может продолжаться. Если так будет продолжаться, ваши эмоции начнут путаться во времена испытаний. Вместо того, чтобы с верой встретить ваши испытания, эти сбивающие с толку чувства могут заставить вас поверить, что я наказываю вас за неосторожные обещания или что я бросил вас. Но это не моя природа, я не тот, кто лжет или обманывает. Моя любовь к тебе проявлялась бесчисленными способами. Много, слишком скудное слово, чтобы описать безграничную глубину моей привязанности. Приди ко мне, и я наполню твое существо божественной сладостью. Я буду питать тебя, я окутаю тебя любовью настолько глубокой, что твои слезы будут от радости. Где бы вы ни находились, отчаяние не одолеет вас. Если пройдут слезы и другие спросят, ты скажешь правду. Я окутан великолепной любовью моего Отца, который говорит со мной нежным небесным языком, словами чудеса и искренности, вдыхая свою огромную любовь ко мне и зажигая в моем сердце вечный огонь. Моя боль угасла, мой Отец рассеял все мое отчаяние и даровал мне новую жизнь. Я хочу помочь тебе, я исцелю тебя. Я желаю благословить вас, моя воля помочь вам и спасти вас. Прочтите мое слово, поверьте ему и доверьтесь ему. Оставайтесь непоколебимыми в грядущие дни, ибо я готов явить чудеса и чудеса в вашей жизни и внутри вашей семьи. Снова и снова я разговаривал с вами, излагая планы процветания и надежды для вас и ваших близких. Ожидайте заметных благословений в лучшем будущем. Мои утверждения фиксированы, они вписаны в вечность. Я исполню их, я доведу их до конца. Прими мир и радость, если решишь поверить в меня. Поверьте в уверенность моего слова и освободите себя от беспокойства о том, что будет дальше. Не позволяйте негативным мыслям заполонить ваш разум. Беспокойство – это похититель счастья, ослепляющий зрение, истощающий энергию и затуманивающий вашу духовную ясность. Проявите свою веру и идите со мной по пути уравновешенных эмоций, мира и спокойствия. Я знаю о вашей повседневной борьбе. Враг стремится доминировать над вами и высмеивает ваше мужество, отвергая вашу веру как бесполезную и сомневаясь в вашей приверженности моим обещаниям. Однако я прошу вас стоять прямо, противостоять препятствиям и невзгодам, с которыми вы сталкиваетесь, и, вооружившись моим словом, двигаться вперед изо всех сил. Даже в усталости знай, что я с тобой, укрепляю тебя и веду по пути, по которому ты должен идти. Позвольте мне еще раз подтвердить вам, что хвастливый враг бессилен против вас, их слова, их крики основаны на лжи. Кому вы поверите, лживому противнику или Богу, давшему вам жизнь? Буря подчиняется моей воле, моя сила безгранична. Хотя многие могут попытаться сломить тебя, только я могу тебя поднять. Если ты упадешь 1000 раз, моя милость и моя любовь никогда не угаснут. В случае неудачи моей целью всегда было поднять вас на великую высоту, стать светочем веры, возложить руки на больных
и отчаявшихся и проявить через вас свою силу. Стойте твердо в бурю, применяя силу моего слова, чтобы свергнуть гигантов. Таким я представляю тебя, храброго и непобедимого воина, олицетворяющего святость и мудрость, смирение сердца, героя веры, победителя и торжествующего. Примите и провозгласите эту внутреннюю ценность внутри себя. Ты мой любимый сын, мой любимый. Моя любовь к тебе вечна, бесконечна. Поверьте мне, выразите свою веру и любовь ко мне, я очень хочу это услышать. Пусть ваш голос несет эти истины, ваша важность для меня неизмерима, и я желаю, чтобы вы чувствовали себя глубоко любимыми. Однако я вижу моменты, когда вы просыпаетесь от такой сильной боли, что даже ее причина ускользает от вас. Это эмоция, которая появляется внезапно, как будто ваше сердце пытается передать что-то жизненно важное. Поймите это, потому что это важно. Это чувство, это ваше сердце, резонирующее с моим Святым Духом. В утренней тишине мой Дух шепчет твое имя, приглашая тебя вернуться, когда ты начнешь уходить. Но часто вы настолько поглощены требованиями дня, что упускаете моменты, когда можно посидеть и вспомнить о моем присутствии. И мой Дух нежно предупреждает тебя, предостерегая от подкрадывающейся пустоты. Печаль, которую вы испытываете, это горячая просьба вашей души, вашего духа, вашего сердца, взывающих от жажды, тоски по живой воде, которая исцеляет, восполняет и сметает смятение, возвращая вашим эмоциям мир и спокойствие. Если вы чувствуете себя опустошенным, пересохшим внутри, это признак того, что вы слишком долго находились вдали от меня. Это не может продолжаться. Если так будет продолжаться, ваши эмоции начнут путаться во времена испытаний. Вместо того, чтобы с верой встретить ваши испытания, эти сбивающие с толку чувства могут заставить вас поверить, что я наказываю вас за неосторожные обещания или что я бросил вас. Но это не моя природа, я не тот, кто лжет или обманывает. Моя любовь к тебе проявлялась бесчисленными способами. Много, слишком скудное слово, чтобы описать безграничную глубину моей привязанности. Приди ко мне, и я наполню твое существо божественной сладостью. Я буду питать тебя, я окутаю тебя любовью настолько глубокой, что твои слезы будут от радости. Где бы вы ни находились, отчаяние не одолеет вас. Если пройдут слезы и другие спросят, ты скажешь правду. Я окутан великолепной любовью моего Отца, который говорит со мной нежным небесным языком, словами чудеса и искренности, вдыхая свою огромную любовь ко мне и зажигая в моем сердце вечный огонь. Моя боль угасла, мой Отец рассеял все мое отчаяние и даровал мне новую жизнь. Я хочу помочь тебе, я исцелю тебя. Я желаю благословить вас, моя воля помочь вам и спасти вас. Прочтите мое слово, поверьте ему и доверьтесь ему. Оставайтесь непоколебимыми в грядущие дни, ибо я готов явить чудеса в вашей жизни и внутри вашей семьи. Снова и снова я разговаривал с вами, излагая планы процветания и надежды для вас и ваших близких. Ожидайте заметных благословений в лучшем будущем. Мои утверждения фиксированы, они вписаны в вечность. Я исполню их, я доведу их до конца. Прими мир и радость, если решишь поверить в меня. Поверьте в уверенность моего слова и освободите себя от беспокойства о том, что будет дальше. Не позволяйте негативным мыслям заполонить ваш разум.
Беспокойство – это похититель счастья, ослепляющий зрение, истощающий энергию и затуманивающий вашу духовную ясность. Проявите свою веру и идите со мной по пути уравновешенных эмоций, мира и спокойствия. Я знаю о вашей повседневной борьбе. Враг стремится доминировать над вами и высмеивает ваше мужество, отвергая вашу веру как бесполезную и сомневаясь в вашей приверженности моим обещаниям. Однако я прошу вас стоять прямо, противостоять препятствиям и невзгодам, с которыми вы сталкиваетесь, и, вооружившись моим словом, двигаться вперед изо всех сил. Даже в усталости знай, что я с тобой, укрепляю тебя и веду по пути, по которому ты должен идти. Позвольте мне еще раз подтвердить вам, что хвастливый враг бессилен против вас, их слова, их крики основаны на лжи. Кому вы поверите, лживому противнику или Богу, давшему вам жизнь? Буря подчиняется моей воле, моя сила безгранична. Хотя многие могут попытаться сломить тебя, только я могу тебя поднять. Если ты упадешь 1000 раз, моя милость и моя любовь никогда не угаснут. Я буду спасать тебя каждый раз, когда они попытаются тебя ослабить, но я укреплю тебя в 1000 раз больше. И если ты споткнешься, я подниму тебя. Пусть ваше сердце наполняется мужеством и верой чемпиона, воина-победителя, который, несмотря на тяжелые битвы и болезненные конфликты, постоянно выходит победителем, взбираясь на вершины благословений с высоко поднятым знаменем и моим присутствием, хранящимся в вашем сердце. Я смотрю на тебя с любовью и нежностью, заявляя миру: это мой любимый сын, которого я очень люблю. Вырази и мне свою любовь, высоко подними голову. Сегодня ты ищешь мою силу, вы приблизились ко мне, надеясь, что добро, которое вы ищете, не будет удержано от вас. Вы молились о пропитании, и я дам его вам в изобилии. Вы молили об исцелении своих недугов, и я пришел исцелить вас. Вы оплакивали своих детей, умоляя об их успехе и свободе от борьбы. Уверяю вас лично, что я помогу вам, избавлю вас и спасу вас. Доверься моей безграничной любви и силе, моя благодать и милость принадлежат вам. Когда вы приходите ко мне с верой, каждый день становится празднованием победы, которую я дарую вам. Подходите к своей жизни смело и радостно и отпустите страхи, которые затуманивают ваш разум. Почувствуй объятия моей защиты и глубокой любви. Всегда помните, независимо от обстоятельств, вас никогда не бросят. Полностью откройте свое сердце, чтобы принять эту истину: прошлое позади. Моя любовь преобразила тебя, и теперь ты обновленная душа. Ваш персонаж трансформируется, ваши дни больше не будут омрачены грустью или гневом, сомнениями и разочарованием. Хотя многие презирали вас, окружали вас, как волки, причиняющие боль, ваш выбор поверить в меня поставил вас на путь получения всех чудес, которые я приготовил для вас. Ваши оппоненты будут смотреть с изумлением, а ваша семья будет восхищаться трансформацией внутри вас. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы засвидетельствовать миру, как моя любовь изменила вас, моя сила обновила вас, а моя рука увела вас от конфликтов и ошибок прошлого. В этой жизни вы теперь двигаетесь вперед с мудростью и терпением в новом путешествии, страх больше не будет вашим спутником. Вы не отступите и не поддадитесь искушению.
Никто вас не сломит. Моя замечательная сила наполнит вашу жизнь силой и радостью до такой степени, что само ваше присутствие будет излучать счастье. Вы меня глубоко цените, и мой голос доходит до вас снова и снова. Сейчас самое время довериться мне всем своим сердцем. Ваше благословение уже у порога, день вашего преображения уже здесь. Дочь моя, я подниму тебя высоко, как орел, парящий над горами тоски и невзгод. Над каждой бурей ты будешь скользить, и ночью найдешь покой в моих утешительных объятиях. Обещаю вам спокойствие и новые силы. Когда вы просыпаетесь с каждым новым днем, ваше видение выходит далеко за пределы любых препятствий. Как орел, ты поймешь, что я даровал тебе духовные крылья, чтобы вознестись и достичь небес своими молитвами. В трудные и опасные времена я буду твоим прибежищем и щитом. Я приду к тебе на помощь и протяну свою могучую руку, чтобы защитить тебя. Я говорю вам эти слова сегодня, чтобы вы могли жить с радостью и наслаждаться всеми моими благами. В моей любви твоя душа обновится. Я преображаю тебя, станьте свидетелем того, как я работаю в вашей среде, внося изменения. Я желаю вам всего самого лучшего, и я являюсь источником вашей ежедневной силы, позволяющей вам подняться выше и дальше от проблем, которые когда-то украли ваш покой и беспокоили ваше сердце. Этим рассветом я привношу в вашу жизнь волну спокойствия. Я столкнусь с буйными ветрами, которые кружатся вокруг тебя, успокаивая бури, стремящиеся потревожить тебя. Солнце взойдет по моему приказу, освещая ваш путь и направляя ваш путь. Вы будете стоять высоко и твердо, как могучее дерево с глубокими корнями в плодородной почве. По мере того, как я стабилизирую ваши шаги на пути к триумфу, я превращу вас в несокрушимое и сильное существо, неуязвимое перед лицом любых невзгод, которые посмеют помешать вам на пути. Если тебе нужно летать, я дам тебе крылья. Если вам нужна решительность, чтобы принять вызов, я вселю в вас несокрушимую силу. Во времена неопределенности, когда вы сталкиваетесь с трудностями, я благословлю вас мудростью, необходимой для победы и победы в любых обстоятельствах. Сегодня я здесь, чтобы омолодить ваш дух, укрепить вас, чтобы вы стали сильнее камня, могущественнее любого гиганта, с которым вы встретитесь. Ваши молитвы – музыка для моих ушей, ваша вера доставляет мне огромное удовольствие. Видеть твою преданность каждое утро, посвящая мне время и пространство, наполняет меня огромной радостью. Ваши искренние проявления уважения, ваши просьбы, похвалы и обожания – сокровища для меня. Ваша серьезность наполняет мое сердце чудесным восторгом. Вы совершенны в своей подлинности, и ваша вера чиста. Хотя жизнь иногда искажала твое восприятие себя, услышь теперь из моих уст: у тебя сердце истинной доброты. Ты много раз терпел неудачу, но всегда возвращался ко мне раскаявшийся, ища еще один шанс. Именно эту возможность я с радостью предлагаю вам каждый день. Когда вы приближаетесь ко мне с верой, будьте уверены, что пока вы молитесь с верой в получение ожидаемых благословений, я отвечу. Мое время идеально, я знаю, что ты будешь терпеливо ждать назначенного момента. Не теряй надежду, сосредоточьте свой взгляд на благословения, которые находятся в корне. Мои обещания тверды и нерушимы, мое слово вечно. Моя сила активно действует в вашей жизни, но именно ваша вера и ваша приверженность поддерживают вас.
Благодаря вашей вере я совершу еще большие чудеса, позволив вам получить изобилие, которое я дарую вам. Не возвращайтесь к неверию, которое когда-то сдерживало вас, когда вы изо всех сил пытались принять чудеса, которые я жаждал вам даровать. Вы ошибочно думали, что они вне вашей досягаемости из-за отсутствия веры. Однако я радуюсь вашему росту и урокам, которые вы усвоили, которые позволяют вам процветать. Теперь вы хорошо понимаете, как ваша вера не только укрепляет вас для принятия важных решений, но также защищает ваше сердце от зла, вдохновляет на послушание и активизирует мое слово в вашей жизни. Даже если ваша вера кажется крошечной, как горчичное зерно, в моих глазах она монументальна. Вы начинаете видеть перемены вокруг себя, на ваши молитвы приходит ответ, ваше сердце становится более крепким, и на пути, к которому я веду вас, разворачиваются еще более замечательные чудеса. Протяни ко мне руку, держи крепче, конец нашего путешествия близок. Я украшаю твою жизнь нежностью, как святой хранитель, полный любви. Я раскрываю тебя в своих объятиях, защищая своей святой мантией от всякого вреда. Я полностью осознаю, какие грозные испытания вы переносите. Я вижу вашу борьбу, я знаю ваши неустанные усилия и чувствую моменты вашего отчаяния. Именно в эти времена я подтверждаю свою непоколебимую преданность вам. Ваше величайшее достижение сегодня – это довериться мне, положить свое бремя и нужды к моим ногам. Я понимаю, что вы не можете вынести это в одиночку, поэтому я готов помочь и поддержать вас. Мое желание – принести вам исцеление, мои планы на тебя полны доброжелательности, мира и процветания. Ты вечный, драгоценный союзник для меня, занимающий особое место в моем сердце. Моя любовь к тебе безгранична, и я обязуюсь постоянно обращаться к тебе, что я и делаю в данный момент. Сегодня вы проснулись с чувством уныния, с изнуренным духом и уставшим телом. Радость кажется неуловимой, и кажется, что окружающим не хватает сострадания, и они не проявляют даже следа любви. Но помни, я здесь с тобой. Я не беспокоился о других вещах и не забыл своей любви к тебе. Вы имеете для меня огромное значение, мое внимание не сосредоточено на мимолетных мирских заботах. Вместо этого я полностью привержен вашему вечному благополучию, вашему бесконечному счастью и вашему полному спасению. Я умоляю вас взглянуть за пределы существования злобы и взращивать в своей душе доброту, сочувствие и любовь. Потому что ты моя работа, которой суждено стать сияющим маяком посреди тьмы. В трудные времена найдите утешение в моих учениях. Они дадут вам проницательность, чтобы отличать правильный путь от неправильного. Молитва будет вашим убежищем и вашей связью со мной, источником силы и убежища. Не уходи от меня, позвони. Я переживаю ваши трудные времена, поскольку я обращаюсь к тем, кто убит горем, и легко отвечаю тем, кто обращается ко мне. Мой грандиозный план сложен, и то, что поначалу может показаться неблагоприятным, в конечном итоге может проложить путь к процветанию истинной любви и бескорыстной доброты. Знайте, что моя любовь безгранична и безусловна, бескорыстна и сострадательна. В этом суть моей любви к вам, и именно с этим пониманием я хочу, чтобы вы осознали, какими бы ни были ваши нынешние проблемы, я все равно жажду вашего высшего блага.
Используйте любую возможность, чтобы распространять доброту и утешать тех, кто страдает. Своими действиями ты обладаешь силой изменить мир, ибо ты мое творение, мой маяк в этом мире и соль земли. Будьте уверены, что даже посреди зла я работаю, чтобы искупить и исцелить тех, кто ходит в тени смерти. Моя любовь никогда не покидает тех, кто искренне ищет меня. Мое обещание спасения и бесконечных благословений остается нерушимым до конца. Всем христианам, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, идите вперед с уверенностью в своих испытаниях, подкрепленные знанием того, что моя любовь поддерживает вас. Я желаю вам процветания в бесконечных благословениях и процветания в этом мире. Помните, что я завещаю вам богатства, как духовные, так и материальные, чтобы вы могли наслаждаться радостью, изобилием и в полной мере участвовать в моем божественном плане. Двигаясь вперед, развивайте сердце, наполненное добротой, сочувствием и любовью. Откройте себя благодарности за все, что вы имеете и собираетесь получить, ибо благодарный дух открывает благословение между вами и великолепием моего творения. Поэтому будьте благодарны от всего сердца, и вы раскроете ценность уроков, извлеченных в трудные времена, сын мой, дочь моя. Продолжай двигаться вперед. Это время трансформации и самоанализа. Не расстраивайтесь из-за угроз мира и не позволяйте испытаниям и невзгодам ослабить ваши силы. Помните, что у вас есть врожденная сила, потому что моя сила живет внутри вас. Ваша смелость и непоколебимая вера приведут вас к успехам и благословениям, превосходящим ваши самые смелые мечты. Пусть твое сердце не тревожится и не боится, ибо ты окутан моей любовью, шедевром моего творения. Посмотри на небо и цепляйся за мое присутствие. Ежедневно погружайтесь в мое слово, ибо оно содержит обетования, которые поддержат ваше сердце во всех испытаниях. Пусть сияние моей привязанности омолодит вашу надежду и укрепит вашу душу. В своих молитвах, когда ты обратишься ко мне, ты найдешь мою благодать в изобилии, чтобы преодолеть любое испытание, сын мой, дочь моя. Моя любовь к тебе вечна. Идите по миру с мужеством и уверенностью чемпиона. Не сомневайся, ведь я с тобой каждое мгновение. Мой мир, превосходящий всякое понимание, будет охранять ваше сердце и освещать ваш путь. Идите вперед и стойте твердо в вере. Полагать. Аминь. Пришло время тебе двигаться дальше, сын мой, дочь моя. Боритесь за свои стремления, боритесь за то, во что вы верите, и вы победите. Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы напомнить вам, что не следует позволять жизненным заботам влиять на вас или подавлять их. Будьте бдительны и неустанно идите к своей мечте. Жизнь может представлять свои трудности, но сохраняйте твердую веру в меня и двигайтесь вперед, потому что я рядом с вами перед лицом испытаний. Создав Вселенную за несколько дней, вы войдете в период радости, любви и гармонии. Это мой подарок вам, так что наслаждайтесь им и будьте благодарны за богатство, которое он приносит в вашу жизнь. Позвольте благословениям, которые заботятся о вас, войти и открыть ваше сердце. На вашей стороне, говорит Бог, сегодня я могучий Бог и буду вашим величайшим щитом от зла. Я могу защитить тебя, пусть вас будут защищать и вести к триумфу. Доверьте свои заботы и тревоги в мои умелые руки.
Деньги будут свободно течь через вашу жизнь и расти в геометрической прогрессии каждый день, как вода. Эта неожиданная удача приведет к чудесным изменениям, изменит ход вашей жизни и привлечет удачу, как никогда раньше. Ваша жизнь может быть наполнена благами, направленными на устранение ваших проблем. В конце этой недели вы испытаете изобилие радости, смеха, любви и благословений. За каждую пролитую вами слезу мой малыш будет восхищаться огромной наградой, которая вот-вот придет к вам. Приготовьтесь к жизни, полной изобилия, отличного здоровья и большого количества денег. Ваша следующая неделя может быть исключительной. В это время будет столько радости, любви и спокойствия. Вы можете ожидать прогресса в своих творческих начинаниях, самооценке и романтических отношениях. Помните, что вы никогда не бываете по-настоящему одиноки, даже если кажется, что выхода нет. Ваши страдания облегчатся, а удовольствие увеличится, потому что я, всемогущий, всегда рядом с вами, оказывая вам непоколебимую поддержку. Если вы ищете утешение в молитве, я благословлю вас и покажу, что я всегда с вами. Пожалуйста, изо всех сил скажите сегодня, что я открыт и готов принять поток любви, исцеления и процветания, которого я действительно заслуживаю. Я никогда не упускаю из виду тот факт, что я божество с бесконечным потенциалом. Столкнувшись с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями, я открою двери и проложу пути там, где раньше их не было. Если вы чувствуете себя подавленным и обескураженным, пусть сегодня будет тот день, когда вы обретете утешение. Положи голову мне на грудь, почувствуй тепло и сладость моих объятий. Оставайся с миром, дочь моя, оставайся с миром. Этот этап пройдет, и вскоре все будет хорошо. Отвернись от своих страданий, нежно закрой глаза и почувствуй, как мой дух окружает тебя. Пойте дифирамбы от души, устами купайтесь в реке моей любви, и я обещаю вам, что вскоре ваши проблемы исчезнут и все станет намного лучше. Я благословляю вас принести в вашу жизнь необыкновенные и великолепные возможности. У тебя есть цель, которую я тебе доверил – заботиться о своей семье. Возникнут проблемы, наступят трудные времена. Они являются частью вашего пути и роста. Но знай, сегодня ты окутан моей любовью и будешь готов, когда наступят эти моменты. Поэтому не бойтесь, не теряйте надежды, ведь сегодня я с вами, чтобы даровать вам еще большую мудрость, любовь и силу. Я твердо проведу тебя по путям, полным препятствий и невзгод. Меня глубоко беспокоит все, что вы чувствуете, и я высоко ценю ваши стремления. Я знаком с вашими мечтами и проектами, тронутый многими прекрасными качествами внутри вас. Ты занимаешь особое место в моем сердце и держишь в себе ключ к любви, доброте и прощению. Ваш пример вдохновит многих вокруг вас, уводя их от чувства неполноценности и приближая к реализации чудесных планов, которые я имею на их жизнь. Пойми, что моя благосклонность всегда к тебе, мои глаза смотрят на тебя с любовью, и моя рука готова укрепить тебя. Ты будешь светом во тьме для тех, кто нуждается в моем руководстве. Будьте смелыми и воспользуйтесь возможностями, которые встречаются на вашем пути, и я позабочусь о том, чтобы никто не препятствовал вашему прогрессу. Верьте и доверяйте мне, потому что я обещаю быть рядом с вами, поддерживая вас до конца. Я глубоко люблю тебя, ты звал меня,
ты искал моей помощи со слезами и жаждал ответов. Сегодня я здесь, чтобы ответить на ваши вопросы, удовлетворить ваши потребности. Я предлагаю тебе свою любовь и утешение от боли твоего сердца, дочь моя. Ничто в этом мире не ускользает от моего внимания. Я в курсе всего, что происходит в вашей жизни и в жизни вашей семьи. Сегодня я призываю вас твердо стоять в своей вере. Не стесняйтесь, продолжайте молиться каждый день. Я наполню твою душу миром, а твой разум мудростью, если ты будешь говорить со мной честно и преданно. В эти трудные времена вы многому научились и теперь можете принимать мудрые и полезные решения. Вы были свидетелем моего присутствия рядом с вами во всех испытаниях, с которыми вы сталкивались, и я защищал тебя, избежав еще больших трудностей в твоей жизни. Противник пытался навредить вам неожиданным способом, но вы защитили себя так, как даже не можете себе представить. Сегодня я здесь, чтобы даровать вам благословение и чудо, которых вы так искали. Встань сию же минуту, вытри слезы. Вы скоро получите превосходное восстановление, независимо от того, от какой болезни вы страдаете. Это позволит вам полностью оправиться даже от этой надоедливой горы долгов. Из-за своей огромной любви к вам Бог послал ангелов, чтобы они собрали все ваши платежи и обязательства. Кроме того, они защитят вашу семью от вреда. Это то, что я говорю вслух, когда остаюсь один в минуты слабости. Бог – мое убежище во времена отчаяния, нужды и изоляции. Бог для меня все, несмотря на мою слабость и уязвимость. Бог – мой источник радости и песни. Сила исходит от Бога. Дорогой Небесный Отец, я благодарен за возможности, которые значительно улучшат мою жизнь. Вы абсолютно правы в том, что у вас большие планы на мое будущее. В ответ на повеление Иисуса я отдаю тебе все, свою волю, свои эмоции и свои мысли. Давайте вместе помолимся, чтобы обильные Божьи благословения излились в нашу жизнь. Мы просим Тебя, Небесный Отец, присоединиться к нам в это время изобилия, поскольку мы ищем Твоей воли для нашей жизни. Пусть ангелы хранят нас и защищают. Дайте нам веру в то, что Вы принесете нам обильную пользу, и уверенность в том, что Ваши обещания искренни. Во имя Иисуса Христа мы умоляем Вас всех, помолитесь об этом сейчас, дорогой Бог. Теперь это то, что мне нравится созерцать на расстоянии. У Тебя великолепные планы на мое будущее, и я не позволю ничему меня расстроить. Помоги мне двигаться вперед, пользуясь преимуществами, которые Ты приготовил для меня. Как повелел Иисус, так и будет. Сегодня Бог говорит вам, что вы скоро получите благословения, большие, чем вы можете себе представить. Он обладает силой превратить ваше падение в взлеты, вашу борьбу в триумфальные истории и ваше замешательство в мудрость. Знайте, что Бог услышал ваши просьбы. Ваш Бог теперь больше, чем просто слушатель, Он еще и ответчик. Почувствуйте воздействие, ведь Господь готовит особый путь именно для вас. Небесный Отец, я прошу, чтобы мы заранее помолились вместе. Я ценю преимущества, которые изменят мой образ жизни. Я верю в Ваши безупречные планы на мое будущее. Пусть Ваша воля будет исполнена через меня, и я передам Вам свои идеи и способности, чтобы вы могли использовать меня, чтобы приносить пользу другим.
Помогите мне использовать свои навыки, знания и время, чтобы делать то, что прославит ваше призвание и позволит другим добиться успеха. Ваше присутствие станет завершающим штрихом к тому, что я начал. Преодоление неудач, с которыми вы столкнулись, приведет к незабываемым впечатлениям. Радость и вдохновение перельются от меня в ваше сердце. Доброта и предпочтение этого сезона удивят вас. Помолитесь о своих заботах и сосредоточьтесь на хороших вещах, которых я уже достиг. Прямо сейчас с вами происходит немало замечательных вещей и может произойти. Дверь, о которой вы горячо молились, откроется Богом. В ближайшие 7 дней в вашей жизни произойдет что-то необычное. Время радости, любви и спокойствия станет вашим. Еще до конца месяца с вами произойдет невероятное исцеление. Возможно, вы уже далеки от того, чтобы влезть в долги или заболеть. Вас уводят от боли и беспокойства, о недостаточности в эпоху восстановления, утешения и получения более чем достаточного от Бога. В следующие 12 часов вы сможете обрести неограниченное богатство, хорошее здоровье и изобилие. По словам Господа, к вам придет великая радость в виде любви, денег и здоровья. Я дарую вам чудеса, благословения и улучшения, чтобы вы могли добиться успеха во всем, что вы делаете, и полностью раскрыть свой потенциал. Я, надежный Бог, не позволю злодеям восторжествовать над надеющимися на меня добрыми. Я достаточно силен, чтобы бороться за вас. Прямо сейчас я освобождаю вас от цепей болезней, бедности и нехватки ресурсов, которые вас сдерживают. Со временем ваша печаль превратится в радость, ваша болезнь – в здоровье, а ваши испытания – в возможности для благословений. Бесценный Божий ребенок, дом вашей мечты, работа вашей мечты, отношения вашей мечты и финансовый успех вашей мечты – все они находятся на пути к вам способами, которые вы даже не можете себе представить. Бог улучшает вашу жизнь, потому что сюрпризы и милости станут для вас нормой. В феврале вы будете прыгать с удовольствием. По моему мнению, у вас есть потенциал провести остаток недели фантастически. Вы можете быть уверены, что Бог осыпет вас достаточным количеством, от арендатора до домовладельца, от наемного работника до владельца бизнеса, от заемщика до кредитора, от невыносимой агонии до рационального мышления, от чувства обделенности до избыточной резервы. На следующий день все меняется, как будто вы пытаетесь решить все свои финансовые проблемы сразу. С вами произойдет нечто чудесное. Возможно, вам больше не придется занимать деньги или просить их у кого-либо. Позитив, полезные знания и множество наград будут приветствовать вас весь февраль и март. У меня есть сила превратить ваши трудности в преимущество, а вашу печаль в радость. На этой неделе вас ждет множество милостей и чудес. Приготовься выиграть в крупную лотерею, чтобы ты мог постоянно менять свою жизнь, дорогой ребенок, поскольку ты можешь получить значительную сумму денег. Ваша финансовая, духовная и романтическая жизнь быстро улучшится и станет мощным источником изобилия. Я не имею себе равных. Пожалуйста, посмотрите этот фильм до конца, чтобы Бог мог осыпать вас благами прямо сейчас, как в финансовом отношении, так и во всех сферах вашей жизни. Помните, я – божество, которое спало.
На этом пути веры мы доверяем свои финансы, здоровье, семью, имущество и веру в умелые руки Бога, зная, что Его божественный план превосходит наше понимание. Даже во времена боли, бремени и неуверенности Бог видит и готовит путь вперед. Наши молитвы не игнорируются, они встречают божественный отклик, потому что наш Бог не только слушает, но и отвечает. Бог разрабатывает план, который находится за пределами нашего понимания, напоминая нам не беспокоиться о неопределенностях жизни. Доверие к Его предопределенному плану искупления приносит утешение, поскольку мы осознаем, что каждое событие имеет более великую цель. Благодарность наполняет наше сердце, когда мы осознаем глубину Божьей любви, проявленную через жертвенный дар Иисуса Христа, наше прощение. Давайте объединимся в молитве, ища прощения за отклонение от учения Бога и принимая безусловную любовь к Нему и другим. Предвкушайте вечное райское блаженство, где находит свое исполнение Божьи обетования. Каждое усилие, начатое Богом, подойдет к концу, и в разгар ожидания начнутся чудеса, которые вселят новую радость и тоску в наше сердце. Терпение проверяется, когда обстоятельства расходятся с нашими ожиданиями. Однако идеальное время, выбранное Богом, превосходит наше понимание и предлагает душевное спокойствие в Его постоянном присутствии. Благодарность становится руководящим принципом, который поощряет позитивный настрой и вселяет надежду на будущее. Доверие к Божьему провидению приносит мир даже среди невзгод, поскольку Его непоколебимая поддержка укрепляет нашу решимость. Развивайте дух благодарности, признавая изобилие благословений, даруемых нам каждый день. Сопоставляя свои мысли с благодарностью, мы приглашаем в нашу жизнь больше благословений. Доверие к божественному плану Бога порождает оптимизм и настойчивость, поскольку мы знаем, что Он организует наш путь к самореализации и успеху. Примите следующую главу своей жизни с уверенностью, что Бог облегчит ваше бремя и заменит его обильным здоровьем, радостью и спокойствием. Ожидайте замечательных преобразований во всех аспектах своей жизни, поскольку Бог изливает на вас благословения, превосходящие воображение. Откройте свое сердце Его чудесному вмешательству, подтвердив свою готовность принять Его любовь, восстановление и богатство. Чудес изобилуют, особенно когда наши семьи нуждаются, и мы возносим молитвы благодарности за непоколебимую любовь и руководство Бога. Давайте искать прощения за наши ошибки и стремиться сделать любовь Бога и других людей приоритетом в нашей жизни. В великом гобелене существования Бог ткет божественный план, превосходящий наше понимание. Доверие к Его провидению приносит мир среди жизненных неопределенностей, а благодарность открывает шлюзы для безмерных благословений. Идя по пути веры, давайте держаться надежды, зная, что Божьи обещания тверды и Его любовь пребудет вечно. Вы тот, кто всем сердцем стремится достичь величия во всем, что вы делаете. Однако иногда перенапряжение вас ошеломляет. Вы можете потеряться в жизненных обязанностях, сбиться с пути и почувствовать себя потерянным. Ваше желание заботиться о своей семье и обеспечивать ее благополучие благородно, но помните о важности баланса своих усилий. Вам не придется сражаться в одиночку, позвольте мне вести вас, облегчая вашу ношу и освещая ваш путь. Ваши усилия будут вознаграждены таким образом, что обогатят вашу душу и принесут мир в вашу семью.
Найдите во мне силу упорства и мудрость, чтобы с достоинством преодолевать жизненные трудности. Вместе мы позаботимся о том, чтобы ваш тяжелый труд привел к полноценной и радостной жизни, поддерживаемой моей бессмертной любовью и безусловной поддержкой. Без моего фундамента любая структура, которую вы построите, обречена на провал, оставляя ваши стремления нереализованными, а ваши мечты бесцельными. Отдохните от бесконечных поисков. Успокойте свое беспокойное сердце и позвольте мне внести ясность в ваши беспокойные мысли. Не позволяйте трудностям, с которыми вы сталкиваетесь, поглотить вас. Доверься тяжести своих битв и позволь теплу моей любви обновить себя. Нет ничего постыдного в том, чтобы верить в меня. Я приглашаю вас заново открыть для себя связь, которую мы когда-то разделяли. Ваши мечты не потеряны, ваша решимость не сломлена. Погрузитесь в мое учение, проведите время в моем присутствии, время действовать сейчас. Если в вашей жизни есть конфликты, которые необходимо разрешить, давайте начнем этот путь вместе. Не бойся, ведь я рядом с тобой как верный друг. Давайте вместе двигаться вперед по этому пути, позволим моей любви окутать себя и обрести внутренний покой. Пусть наше общение станет повседневной практикой. Готовы ли вы сделать этот шаг вместе со мной? Пожалуйста, подтвердите свое желание сопровождать меня в этом путешествии. Сосредоточьтесь на этом моменте и давайте помолимся сейчас. Моя дочь, мой Бог и Небесный Отец, сегодня мы собрались перед Тобой с сердцами, полными благодарности и благоговения. Мы осознаем, что Ты наш постоянный проводник, свет, освещающий наш путь среди тьмы. В Твоей бесконечной любви мы находим безопасность и комфорт, зная, что Ты всегда наш верный спутник. Подойди к двери, ведь это я Тебя зову. Откройте его, и я возьму вас за руку и проведу в царство процветания, которое я приготовил специально для вас. Я наделяю тебя невиданной силой, дарую тебе столь обильные благословения, что ты поднимешься на высоты, недостижимые для твоих врагов. Я больше не позволю никому унижать тебя. Я открываю настолько великую дверь, что вы будете поражены необъятностью благословений и решений, которые войдут в вашу жизнь. Вы будете плакать, но это будут слезы радости, поскольку вы наполнены силой, которую мой Святой Дух наделяет вашу жизнь. Встань, вытри слезы прямо сейчас. Выйдите из дома и примите жизнь с улыбкой победителя. Сегодня я говорил с вами ясно, мое благословение на тебе. Двигайтесь вперед по своему пути, не теряя сознания. Широко раскрой глаза, будь начеку, потому что в ближайшие дни я открою тебе могущественную тайну и заставлю тебя испытать мою чудесную любовь, как никогда раньше. Приди, дочь моя, новый рассвет зовет тебя. Вы должны получать обильные благословения и всегда помнить, я ваш пастырь. Под моей опекой у тебя не будет недостатка ни в чем. Я ваш поставщик, все, чего вам не хватало, скоро станет вашим. Как твой целитель, я покрываю тебя своей любовью, даруя исцеление. И как твой защитник, я буду защищать тебя под своими крыльями. В безмятежности моей тени ты найдешь убежище. Правдивость моих слов не подлежит сомнению, и обещания, данные мною вам, обязательно будут выполнены. Я божественный, и обману нет места в моих утверждениях.
Я непоколебимо буду вести вас по пути, который я проложил для вас, независимо от времени года или обстоятельств. Знайте, что я рядом с вами, независимо от масштабности доказательств, с которыми вы можете столкнуться. Даже когда перспектива чуда кажется отдаленной, полностью доверьтесь мне и подчинитесь моей божественной воле. Ваши проступки когда-то создали пропасть между нами, и многие отвернулись от вас. Они унижали тебя, причиняли тебе боль, унижали тебя и причиняли тебе вред. Они говорили о твоей неудаче, пытались проклясть тебя и чуть не лишили твоих благословений. Потрясенный, вы боялись неизбежного падения. Однако то, что я сделал в прошлом, я сделаю снова. Я обратился к тебе с сочувствием, благодатью, любовью, прощением и нежностью и снова вытащил тебя из глубин отчаяния. Не питайте сомнений, стоять твердо. Заявите с непоколебимой убежденностью, что вы окажете мне доверие, какие бы обстоятельства или препятствия ни возникли. Ваша победа гарантирована всеми вашими усилиями на вечность. Моя любовь к тебе глубока. В минуты твоих горячих молитв, со слезами и сердечными мольбами ты умоляла меня о чуде. Сегодня я открываю вам, чего я добьюсь для вас. Хотя сегодняшний день может быть полон испытаний, я здесь, чтобы укрепить вас. Ваше сердце переполнится слезами радости, потому что уверяю вас, что чудо, о котором вы горячо молились, вот-вот произойдет. Долгожданные желания, до сих пор не сбывшиеся, вскоре материализуются. Вы выдержали испытание и готовы. Его терпеливое ожидание не осталось незамеченным. Ваши молитвы дошли до моих ушей, звуча гармонической мелодией. Я дирижирую преобразованиями, складываю обстоятельства в вашу пользу. Я удовлетворю ваши самые сокровенные желания, развею ваши разочарования и покрою все потребности вашей жизни и жизни вашей семьи. Исцеление придет, и всякая болезнь будет исцелена. Ваша вера процветает, и вскоре станут очевидными заметные изменения. Ты поймешь, какую огромную ценность ты имеешь в моих глазах. Несмотря на моменты печали, когда вы чувствовали себя нелюбимым или игнорируемым мной, сегодня вы почувствуете теплые и нежные объятия моей любви в своем сердце. Так решено, и так будет. Это предначертано в царствах небесных, и слова мои к вам исполнятся. Никакой противник, выступающий против тебя, не помешает моим планам. Я дам тебе мир и радость, ваши благословения переполнятся. Радуйтесь и продолжайте с улыбкой. Двигайтесь вперед решительно, пусть радость ваших шагов станет свидетельством всему миру. Оставайтесь решительными в своем путешествии, не стесняйтесь. Поддержите себя моими учениями, обратите внимание на мое руководство, чтобы не споткнуться. Моя любовь к тебе вечна, мой мир прочен, а силы, которую я тебе даю, достаточно, чтобы выдержать любое испытание или вызов. Я не бросаю тех, кого люблю, и ты это прекрасно знаешь. Подтвердите свою веру, заявить о своей вере. Быть посему. Аминь. Аминь. Аминь.